В адрес окружной администрации города Якутска поступают многочисленные обращения граждан по факту множественных нарушений, связанных с расположением виноводочных магазинов и точек продажи разливных напитков в непосредственной близости от жилых домов. Административная комиссия городского округа город Якутск совместно с межрайонной инспекцией номер 5, управлением по государственному регулированию алкогольного рынка и управлением МВД проводит визуальный осмотр таких заведений общепита и торговли. На этой неделе рейд был проведен по 5 барам. Бар-магазин «Заправка», пивной бар «Беркут», пивной бар «Бухалк», кальян-бар «Лица» и пивной бар-магазин «Точка». В ходе осмотра обнаружены множественные нарушения правил благоустройства городского округа город Якутск. У нас здесь получилось 53 метра. В каждом городе, в каждом селе, в каждом районе есть свои нормативные акты, которые принимаются на уровне местного самоуправления. В городе Якутске у нас действует постановление мэрии, в соответствии с которым устанавливается расстояние до границ прилегающих территорий организаций, на прилегающих территорий которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На общепиты, да, то есть на рестораны, на бары и так далее, у нас действует 50 и 65 метров. 65 метров при отсутствии обособленной территории, 50 метров при наличии обособленной территории. В ходе осмотра по указанным адресам обнаружено, что организации общественного питания не оборудованы внутренней системой водоснабжения и канализации. Отсутствуют туалеты и раковины для мытья рук посетителей. Не соблюдены требования об оборудовании системы вентиляции. Нарушена последовательность технологических процессов. Не исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Стены в заведениях отделаны материалами, не предусматривающими возможность влажной уборки и дезинфекции. Отсутствуют документы на поступившие в организацию пищевые продукты, подтверждающие их безопасность. Нарушены условия хранения продуктов, а также личные вещи и верхняя одежда персонала хранятся в рабочей зоне. Все это является грубейшим нарушением санитарных требований к организациям общественного питания, что создает угрозу жизни и здоровью посетителей. Пивные напитки, они не должны продавать на вынос. Они только этим и занимаются. Они не должны продавать. Если общепит реализует пивные напитки, они должны употреблять данный алкоголь только в данном заведении. А еще я знаю... С собой на вынос они не имеют права, то есть не должны давать. Это является нарушением 171 федерального закона. Если они ресторан, у них же там должна быть пища соответствующая. Какая-то, вот я читала в интернете, изучала вопрос. Еды у них там вообще никакой нет. Только еды, про еду, что можно сказать, закуски вот эти вот, да, кальмары, сушеная рыба, но это является закуской, это тоже является все-таки, в части того, там должны быть сопроводительные документы, сертификаты, подтверждающие безопасность данного продукта. Нам данные сертификаты никто не предоставил, никакие документы, хотя бы просто как потребителю, да, вот прежде чем ее купить, они должны были просто мне показать то, что данная продукция является безопасной для здоровья. Данных документов нам не предоставили. В части того, что я вам предлагаю, если вы видите то, что выносят пиво на вынос, звоните в 02. Звоните в 02, тут должна фиксация идти со стороны правоохранительных органов, и уже в последующем будут направлять уже соответствующие полномочия органы. Да, конечно, надо. На вынос, конечно. Тут уже нести будет ответственность уже либо индивидуальный предприниматель, либо продавец, который продал пиво на вынос. Чтоб закрыли. Мы хотим, чтобы эту точку закрыли. Чтоб закрыли точку. Раз и навсегда. Налоговая инспекция выявила грубейшие нарушения, такие как отсутствие кассового аппарата или несодержание положенных реквизитов на кассовой ленте. Кассовые аппараты не подключены к единому государственному реестру алкогольной продукции. Каждый субъект в Российской Федерации, который у нас осуществляет деятельность по продаже, розничной продаже алкогольной продукции, в том числе пива, в том числе при оказании услуг общественного питания, должен быть в обязательном порядке подключен к единой системе ЕГАИС. Как работает у нас единая система ЕГАИС? Да? Это необходимое требование, федеральное требование, которое закреплено у нас федеральным законом 171, где конкретно указано то, что получается, все движение алкогольной продукции, начиная от производства, заканчивая поставкой до розницы, то есть до окончательного потребителя, она фиксируется, и в том числе пиво. В данном же случае у нас есть вопросы, в частности, подключения данных субъектов к единой государственной системе ЕГАИС. Необходимо это, я считаю, перепроверить. Помимо этого, также по требованию комиссии не были предоставлены необходимые сопроводительные документы на алкогольную продукцию. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию, они должны храниться вместе с алкогольной продукцией. То есть при наличии каких-то вопросов у покупателей, они имеют право спросить
о наличии сопроводительных документов, и их должны предоставить. То есть тем самым продавцы как бы показывают то, что алкогольная продукция у них находится в легальном производстве. Это требование также касается и пива. Все нарушения по всем объектам объединены в единое письмо и направлены в прокуратуру республики для проведения по этим объектам прокурорской проверки.